Коми принимает участников вторых молодежных арктических дельфийских игр. Республика в полной готовности к проведению масштабного и знакового события. Более 600 талантливых участников. В жюри видные деятели культуры и науки. 11 площадок для конкурсных испытаний. А кроме того, международная конференция, творческие проекты, обширная культурная программа. Все это ждет участников игр. Подготовка прошла на высоком организационном уровне, отметил руководитель Международного дельфийского комитета Владимир Понявин. Ольга Коняева продолжит. Второй раз молодежные арктические дельфийские игры принимает наша республика. Подготовка к событию была масштабной. Проживание, трансфер, репетиции, выступления, культурная программа. Конкурсантов ничего не должно отвлекать от творческого процесса. Событие огромной важности, значимости. И совершенно не только для Республики Коми, для всей страны. И конечно, это одно из крупнейших мероприятий в области культуры, искусства. И у нас, коллеги, нет с вами другого решения или другого исполнения, как провести это мероприятие только на самом высоком уровне и получить только самые позитивные оценки, эмоции как у участников, так и у зрителей, но и у организаторов тоже. В церемонии открытия лучшие коллективы Коми из Сыктывкара, Ухты, Печоры, государственный ансамбль Асьякы, солисты театра, оперы и балета, колледжа культуры, сводный детский хор республики. Затем 2 дня волнительных конкурсных испытаний, 10 номинаций, более 600 одаренных юношей и девушек от 10 до 25 лет. Подготовка сборных команд также на высоком творческом уровне. Играм присвоили статус открытых, потому приедут таланты не только арктических территорий. Участвуют и представители новых регионов России. Состав участников, которые будут приезжать на игры, очень много членов сборной страны, которая выступала на 17-х играх СНГ, которые прошли с 6 по 10 октября в Кыргызстане. Представители республики тоже принимали участие. Я знаю, там есть и золотой медалист 17-х игр. В составе жюри 4 десятка экспертов культуры и науки. Волонтерский штаб, более 200 лучших добровольцев прошли профильную подготовку. Обеспечена безопасность на всех уровнях. Глава Коми подчеркнул, с самого начала игр и до отъезда последнего участника все службы в режиме особой готовности. Мероприятие сложное, серьезное, как вы уже сказали, действительно все может быть в ходе. Мы будем работать в круглосуточном режиме, все будем на связи на телефоне и готовы будем достаточно оперативно любой вопрос решать. Подготовлены площадки для конкурсных испытаний и занятий. Это 11 учреждений культуры и образования в Сыктывкаре, Эжве и Выльгарте. Информационное сопровождение обеспечено на региональном и федеральном уровнях. Дельфик ТВ, видеохостинг YouTube. Социальная сеть «Одноклассники» выступают партнерами игр. В этот раз нам удалось поднять наши игры, которые мы проводим, на более высокий федеральный уровень. Потому что за этот год мы, где только было возможно, рассказывали опыт проведения первых арктических дельфийских игр на крупных международных мероприятиях, даже начиная с того, как Россия-Африка форум, мы рассказывали именно об этом мероприятии, и вышло так, что представители африканского континента сейчас изучают этот опыт. Трансляции церемоний открытия и награждения пройдут в эфире телеканала «Юрган», а также на площадках виртуальных концертных залов, платформах «Культура РФ», Матч ТВ, Известия.ру, Орфей, в мессенджере Telegram. Кроме того, пройдет международная конференция. Организаторы подготовили и культурную программу. Гости познакомятся с колоритом нашей самобытной республики. Ольга Коняева, телеканал «Юрган». Сегодня день заезда. Регистрация участников и прессы вторых открытых арктических дельфийских игр проходит на республиканском стадионе. Волонтерская группа уже получила аккредитации и помогает прибывшим. Организация встречи на высшем уровне. По словам организаторов, это первый случай в истории дельфийских игр, когда они проходят дважды в одном регионе.
Нам очень приятно, что большой интерес и к арктическим дельфийским играм, и именно к играм в Коми. В том году мы получили очень интересный такой отклик, что здесь понравилось все. И культура, и даже многие рассказали про хрустальную зиму, как ее сейчас все уже называют. Многие даже попробовали у вас на катке в первый раз покататься на коньках. Действительно, в южных регионах такое было. Очень высокий отзыв и высокая оценка площадкам, как они были подготовлены. Ребята хотят соревноваться в этом формате. И мы очень надеемся, что арктические дельфийские игры станут серьезной традицией в рамках дельфийских игр. В полном составе участники игр в Сыктывкаре соберутся завтра. И сразу же начнутся репетиции и жеребьевки. А церемония открытия вторых открытых арктических дельфийских игр пройдет на Лузалес-арене в 18 часов.